Selam алейкум, хайырлы акшамлар сайгыла АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейретесін. Сізлер үшін мен Гульсум Халилова Чалшам. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Максиме, вітаю вас. Селям алейкум. Салям алейкум. Дякую, що доєдналися до нашего эфира. И нашу беседу я бы хотела начать с актуальных новостей. Совсем недавно различные средства массовой информации, в том числе New York Times, The Wall Street Journal, сообщили о том, что лидер Китая Си Цзиньпинь в ближайшее время, на следующей неделе точнее, планирует встретиться с президентом России, с диктатором 21 века Владимиром Путиным, а далее он планирует провести виртуальную встречу, либо разговор, не уточняется, телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я напомню нашим зрителям, что совсем недавно Китай представил свой план урегулирования войны России против Украины. И в этом контексте, конечно, с вами хотелось бы обсудить вообще, какие цели преследует Китай, о чем может Си Цзиньпинь говорить с Путиным, а потом Зеленским. Спасибо большое за то, что вы вспомнили мирный план. Я вам поделюсь вот такой инсайдерской информацией по моей работе. Школа политической аналитики. Мы ведем сейчас проект по форматам безопасности ввиду войны России против Украины. Мы даже думали, что когда будет опубликован этот план, потому что мы надеялись увидеть план, обратиться к посольству Китая за рекомендацией каких-то экспертов от китайской стороны, которые могли бы с нами обсудить, что же там предложено. Но вы знаете, выяснилось, что у нас отсутствует предмет обсуждения. Потому что это не план, а какой-то, знаете, список благопожеланий, который не выглядит на полноценный план чего-то урегулирования. Да? Потому что он даже есть внутреннее, самое главное противоречие заложено. Это мы, Китай, уважаем территориальную целостность, но пускай Россия и Украина садится за стол переговоров о чем тогда? Как? Территориальная целостность означает, что Украине возвращают все оккупированные территории, войска выходят, и все. Как бы тут дальше чего? То есть угодить России с ее интересами, показать, что Китай поддерживает принцип территориальной целостности и при этом как-то уважить интерес Украины, невозможно в таком наборе. И план, повторюсь, он не выглядит как план, реализуемый, в котором есть какие-то конкретные действия. Скорее всего, список непонятных, непонятно как согласованных между собой благопожеланий. Раз. Второй момент. Действительно, Китай, после того, как Си Цзиньпинь уже просто централизовал свою власть по максимуму, и это очень важно, потому что все обсуждают, кто теперь министр иностранных дел Китая, да, кто там назначен, насколько теперь Си Цзиньпинь просто подобрал под себя условно все, что можно, всю власть Китая, которая она есть. Очень успешное, конечно, мероприятие по дипломатическому примирению саудитов с иранцами. Это очень важно, потому что посредничество Китая и увеличение своей роли на международной арене – это крайне важно. Для Китая это как бы успешный проект. И я слышу некоторых коллег, которые сообщают, что для Ирана, почему, значит, Иран будет, скорее всего, придерживаться этого мирного соглашения с саудитами, при том, что там какой-то есть, оказывается, уже 20-летней давности, потому что, мол, гарантом же выступает Китай, а Иран не посмеет обижать Китай. Потому что, как мы знаем, большинство подсанкционных иранских товаров продаются на китайских биржах, и расчеты идут не в долларах, а в юанях. Да? Это, уверен, экономические эксперты вам прокомментируют лучше. Поэтому, поскольку Китай особо впрягается в международную политику, пытается на себя примерить роль какого-то арбитра, и Китай, мне кажется, уже прямым текстом намекает Америке, что они таким образом, такими активными действиями пытаются создать свой биполярный мир. Есть они, с одной стороны, и они себя противоставляют западному миру условно во главе США. Как таковому. А по мирному плану мне нечего сказать. Значит, что мы как бы в Украине, пункты напряжения. А этот Я план, не думаю, извините, я вас перебила, а Да. этот план, как вы думаете, они с Россией его согласовывали? Этот условный план. Да, вы знаете, что перед этим были обсуждения. Да, действительно, я уверен, что Китай хотя бы поинформировал в общих чертах, о чем будет. Я думаю, сообщил... То, что мы прочитали в этом плане, что, наверное, в Москве сообщили, что мы вас особо обижать не будем этим планом. Хотя до этого, даже до момента публикования плана, все еще понятно, мне кажется, что Китай испытывает раздражение по поводу того, что война затянулась, что Россия показалась неспособной. Вот это что мы все как бы активно развенчиваем мифы о второй армии мира и так далее. И то, что мировая экономика страдает, Китай откровенно раздражает.
Поэтому Китай, я уверен, что не воспринимает Россию как какого-то равноправного партнера, а возможно, рассматривает вариант взять Россию условно под свое крыло, как это произошло с Ираном. Как бы помогать обходить санкции. Это нам тоже вредит. Это моя второй тезис в том, что это тоже вредит украинским интересам. Но в таком как бы формате все-таки лучше, чем поставка вооружения России напрямую, помощь Ирану, потому что из-за помощи Ирану и поддержки Ирану Китаем, конечно, напрягся весь Ближний Восток. Это тоже нужно понять, потому что режим-то в Иране остается все тем же, со своими заявлениями о том, что всех евреев нужно столкнуть в море и уничтожить Израиль. Это как пример. Да? Поэтому, говорят, в Одессе будем посмотреть, но вообще выглядит так, что Китай действительно пытается строить какое-то свое подобие биполярного мира, где они противостоят Америке. То есть, условно говоря, можем ли мы сказать, что Китай не может позволить полное поражение России и таким образом, что напрямую будет означать появление, в принципе, однополярного мира во главе Соединенных Штатов Америки, а Китай может уйти, в принципе, в периферию, и поэтому они не могут позволить России проиграть? Вы знаете, я начну отвечать на ваш вопрос с конца. Победа России не означает, что Китай уйдет на периферию. Нет. М. А победа России означала бы, что западный мир может проглотить любого рода агрессию такого масштаба. Самая масштабная война в Европе после конца Второй мировой. Да? Самый резкий перераспределение территорий со времен Второй мировой войны на европейском субконтиненте. Если бы Россия победила, а Запад просто промолчал, это означает, что Китай и другие, кстати, диктатуры такого рода режима, они просто получили бы развязанные руки делать, что хотят. Ну да, сразу на Э, второй день наверняка Китай нападет на Тайвань. Вот, например, да, я, кстати, к этому Мгм. вел, да, ну, вы правы. Это Китай действительно имеет, ну, кстати, по Тайваню, отвлечемся на минуточку на Тайвань. Я смотрел, The Economist публиковал тенденции опроса общественного мнения. С Китаем, оказывается, есть части, которые поддерживают, ну, часть населения Тайваня, которые поддерживают объединение с Китаем. Они, ну, М. они не большинство, но все-таки. Вопрос тайваньской идентичности тоже очень интересный. Некоторые себя называют тайваньцами, некоторые сурово китайцами. Да? Тоже довольно интересно. Я просто не эксперт по этому региону, но это понятно, что там есть такие специфические тренды. Мгм. Э, Победа России также означала, что Россия стала еще как бы важнее как какой-то там партнер и так далее. Но если верить экономическим данным, которые мне попадались, что Россия внешне как экономически, как рынок сбыта для Китая составляет всего 2%. Западный мир со всеми там Америкой, там ЕС и так далее 35%, ну чуть больше, может, да? А Россия всего 2% для Китая как рынок. Ну, то есть, скорее всего, Россия более заинтересована в Китае, что очевидно, чем в обратную сторону. Да? То есть, все это нужно учитывать. Китаю, как бы, поймите, победа разгромная России и распад России, то, что у нас часто комментируют о том, что Китай, значит, условно, на следующий же день там аннексирует часть своих исторических территорий. У Китая тоже есть претензии Да, территориальные к России. восточной части России. Ага. Абсолютно, да, которые были, кстати, относительно недавно и китайские исконные, ну, я не знаю, уверен, что китайцы точно пишут на китайском, я просто не эксперт, да, что-нибудь там, город китайской славы, понимаете, как там, каких-то там китайских моряков, что-нибудь там такое, я уверен, китайцы могут придумать такое, и если уже не придумали, может, у них есть такой дискурс в каких-то дальневосточных городах России. Поэтому, да, еще один момент, кстати, хотел сказать, что многие заявления там, Европейского Союза Китай не поддерживает только потому, что для них поддержать любую инициативу США означает как бы проиграть, ну, или уступить место США. Вот даже на уровне символичном. Не потому, что Китай как бы там за, против, просто потому, что поддерживать инициативы США означает в китайском миропонимании, насколько я могу анализировать, как бы поставить себя на второе место, понимаете, как бы подчиниться как-то символически. А для Китая вот это как бы пафосность и вот мы не поддерживаем США, мы наоборот им противостоим, важно. Скорее даже по форме важнее, чем по сути. Ну вот, кстати, именно поэтому некоторые даже аналитики говорят о том, что Соединенные Штаты не захотят распада России, фрагментации России, именно потому, что Китай может претендовать на восточные территории Российской Федерации, и тем самым будет укрепление Китая, что не может позволить себе Америка. И именно поэтому Америка не хочет распада Российской Федерации. Это, знаете, вот эта концепция треугольника Киссинджера, когда все-таки нужно сохранять баланс между существованием США, России и Китая. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ой, вы так много тут сразу концепций предложили. Я порекламирую материал школы политической аналитики, который мы опубликовали в «Дзеркалі тижня», и он есть там, кстати, в переводах, да, о том, что дезинтеграция России, как я предлагаю об этом говорить, ни в коем случае не то, что мы, кровожадные украинцы, хотим, чтобы Россия на что-то там распалась. Абсолютно. Подождите, ну в России другая ситуация. Подождите, это куча коренных народов, действительно много. Вот я признаюсь, что я уже несколько недель просто слушаю так фоном, меня очень интересует лингвистика языки, это мое большое хобби, да, послушать, как звучит еще каким-то чудом выживший юкагирский, нганасанский языки, да, эвенкский, очень редчайшие языки, да, только недавно узнал, что кто-то еще каким-то там, ну, вепсы, да, вепсы я как-то хоть слышал, да, там, канты, манси, у них уникальные прекрасные языки, которые на грани вымирания, потому что Путин себе позволил то, что все советское руководство не позволило. Отменить обязательное изучение в национальных республиках этих же национальных языков, понимаете, да? Ну, то есть я уже, ну, это куда дальше, да? Есть Мгм. много народов, я уже не говорю о таких больших, которые мы там все знаем, да, там, якуты, те же тувинцы, я, кстати, к ним вернусь еще, да, татары, башкиры, много народов Кавказа, да, вот как бы это защита прав малых народов или народа, которые тысячелетиями живут на своей земле, понимаете, то есть якуты никуда не пришли, никуда не ушли, да, или те же тувинцы, они всегда там жили, те же удмурты, там, буряты и все остальные. Это же множество народов, которые просто эксплуатируемы Кремлем, которая просто уничтожается физически, ну, тем, что, кстати, засылается просто в Украину на убой, правильно? И это ужас. Подождите, вот мир построен на принципе права нации на самоопределение, Мгм. уважение как бы к национальности. То есть сколько программ защиты языков малых народов в Европе существует, это по всему миру, да? А в России это просто так, понимаете, это не то, что как-то как, знаете, как вот Путин же, он тоже хитрый, он же говорит, это кто там будет, рязанцы, московиты, а что же не вспоминает о куче много народов, да, которые живут не так-то далеко от Москвы, собственно, да? Ну, то есть это ж там, вот те же Мокша несчастные, которые просто уничтожаются Москвой всю практически свою историю, да, они, кстати, очень близко же относительно, через одну республику, правда? То есть это множество народов. Чего я иду про Китай? Представьте себе, что Тува, действительно, которые были вассалом Китайской империи, объявляют, они ну, имеют внешнюю границу. Это Татарстан сейчас по карте, да, кстати, там с внешней границы. Мгм. И условно, как вот там Китай объявляет какой-то своей протекцией, условно, над независимой республикой Туву. Китай увеличивает таким шагом, Китай увеличивает свою сферу влияния, да, нет, не время об аннексии, да, просто Китай заявляет, что вот Республика Тыва, или как они там себя назовут, да, вот мы их поддержим, будем уважать, будем помогать им защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Ну вот, понимаете, Америке это не понравится, однозначно не понравится, да? Мгм. Но в плане мирового порядка, как бы тому, что останется от Российской Федерации, будет тоже послан хороший сигнал. Потому что я, кстати, с трудом себе представляю, что действительно у независимой Удмуртии, у независимой Бурятии, у независимой Саха, там, или тоже независимой Тувы будет какое-то желание воевать с Украиной за русский мир в будущем. Да? То есть куча своих дел, которым нужно заниматься внутри своих стран, внутри своих государств, как бы, и так далее, да. Даже начать с того, вот мне очень понравилось, что вы начали представление с крымско-татарского, ну, то есть вот сохранение традиций, развитие языка. Язык не может развиваться, если его в государстве просто никто не обязан учить вообще. Мгм. Понимаете? Ну, то есть я при этом еще рассказываю, знаете, ну, прошу прощения, как в Советском Союзе шутили про все эти русские языки. Что вы тут какой-то колдыр-молдыр нам затираете, чинезы? Ну, это же было такое, да до сих пор остается. Насмехаться над, ну, правда, насмехаться над языками, там, как бы, это ж, как бы, в России это Принижение, да, намеренное. унижение, правильно. Помните тоже случай, вот Туву мы уже упомянули, да, вот там, первая рожденная в Санкт-Петербурге, которой Россия мнит культурной столицей, это же просто позор, да. Первый Мгм. рожденный ребенок тувинка. И это просто масса вот эти скриншоты, комментариев в социальных сетях, прошу прощения за грубое слово, что такая-то там чурка родилась, пускай сидят в своих республиках. Но извините, это империя, и это их, вы же их сами покорили, да? Унижаете, просто посылаете на убой условно, да, эксплуатируете их природные ресурсы и заявляем, что как бы пускай эти чурки сидят в своих республиках. Еще раз повторюсь, это вот это то, что, кстати, надо доносить западной публике, что вот это слово на «че», это то же самое, что в американском контексте слово на «н», да, про чернокожих американцев. И Мгм. вот это абсолютно. Поэтому, скорее всего, к этому. Если Китай захочет проявить какой-то интерес, я, например, уверен, что Монголия поддержит, кстати, этот панмонголизм идея, она как бы жива в каком понимании, что даже до относительно недавно, в прошлом веке, да, эти народы назывались там удмурт-монголы, бурят-монголы, которые сохраняют как бы ну, подобие языка, да, религия тоже там важный фактор. Ну почему как бы ну, эти народы, что не имеют права на самоопределение и поддержку стран соседей? Вполне. Да, я уверен, что страх в Америке есть, но есть какой-то примитивный страх, что значит каждая почему-то республика, тоже подумайте, откуда логика? Распадется, если Россия, то такое ощущение, что на каждом углу
каждом захолустье будет по ядерной бомбе. И сразу стратегическое, что она сразу полетит на Вашингтон. Но Мгм. даже есть некоторые западные эксперты, говорят: если Россия распадется, это же будет куча республик, и все с ядерными бомбами. Ну, давайте так, даже если размазать количество российских вот этих по всей российской территории, на всех республик не хватит. Ну, это правда. То есть какое-то такое абсурдное представление, что если Россия распадется, все, у нас будет там каждый, прошу прощения, аул, село, деревня, будет каждый со своей ядерной бомбой. Ну, так оно не функционирует. Поэтому, простите, что я так долго распинаюсь, но мне кажется Это, важно. кстати, Первый это процесс. очень интересно, да. Кстати, еще к ядерному оружию вернемся. Да, я вас слушаю. Да, да, спасибо, да. Просто к тому, что я считаю, что в России народы, эти, которые... Хорошо, вопрос, который продвигаю сейчас. Не все они смогут экономически выжить, и у не всех из них есть национальная элита. Да? Вот мы же, как про крымско-татарский народ, я уже поскольку упомянул, действительно большое достижение, то, что есть элита, да? Есть те, кто сохранили язык, культуру, традиции. Это очень важно. Да? И те, кто сейчас борется за это возрождение, это хороший пример в украинском обществе, в нашем контексте. Что важно с украинской стороны Запада, есть народы на разном там уровне, условно. Да? Есть те, которые имеют свои элиты, ну, условно, там татары, буряты, там же действительно есть прецеденты. Мы об этом писали материал, о тех, кто провозглашали в 90-х годах о государственном суверенитете. Да? Ну, есть такие. Мгм. Есть намного там, более, я уже упомянул эти народы с прекрасными редчайшими языками, я уже упоминал, там, Юкагиров, да, там, как бы, ну, как пример, там, Ивенков, это же действительно, ну, редчайшие просто языки и культуры, которые, я уверен, что они могут на территории тех национальных республик, где есть больше нации, народы, тоже себя как-то реализовать. Я уверен, что в этом это будет такая возможность. Поэтому с нашей стороны, с стороны мирового сообщества, на это нужно обращать внимание, их нужно поддерживать. Ну, помимо еще тех народов, которые имеют право на самоопределение, которые проживают на территории Российской Федерации, ведь еще есть огромное количество стран, ну, по крайней мере, из ряда постсоветского пространства, которые де-факто и де-юра они обрели свою независимость, они вроде как независимые государства, но де-факто они до сих пор не могут эмансипироваться от влияния Российской Федерации, такие как Казахстан, такие как, например, Азербайджан. И это четко видно на голосованиях по резолюциям в рамках Организации Объединенных Наций, когда речь идет о территориальной целостности Украины, о осуждении оккупации полуострова, милитаризации и прочее. Они просто либо не голосуют, либо просто их нет в зале заседания по этим резолюциям. И распад путинского политического режима будет наверняка означать эмансипацию этих стран из-под влияния РФ. Я очень на это надеюсь, и она уже идет. Помните, как Эмомали Рахмон на минуточку, вот это вот шанхайская, или как это там, сейчас не могу вспомнить, Да, ШОС. встреча, да, Мгм. ШОС, да, спасибо, как он воспитывал Путина, требовал к себе уважения. Ну, что 2 года назад это было невозможно себе представить, что президент Таджикистана, а к таджикам, прошу прощения, Россия действительно всегда демонстративно. Я уверен, что Путин, ну не может человек вообще не прочитать, как зовут президента Казахстана. Мгм. Ну вот сколько стоит, ну как бы, Касым Жомарт, это настолько сложно? Ну раз прочитал, ну два, да. Ну написали на табличке 2 раза, да. Ну я уверен, что это какой-то момент издевательства, да, что там у вас в вашем казахские имена. Ну, ты как вот Путин пытается когда произнести, он каждый раз так коверкает, как Азаров украинский язык. Ну, то есть я уверен, что это каким-то таким, ну, отношением презрения. Вот что там эти тюрки, это Казахстан вообще, мы им создали государство, их никогда не было. Вот это вот имперская надменность, которую в России вытравливать себе и вытравливать, прям, ну, по чуть-чуть, она есть. Раз. Да, я с вами согласен. Тенденция вот эта эмансипации, вот красивое, кстати, слово, но вот, мне кажется, в этом контексте подходит, Мгм. опирается на то, что Россия теряет как бы свою силу, власть и все остальное. И вот этот все, вот это ОДКБ, прошу прощения, ну все, это же уже, это практически не существует. Извините, пожалуйста, кто готов вписываться за Россию? Ну, давайте, не, окей, там, Беларусь отдельный, может, разговор, да, как бы, ну, мы просто говорим о Центральной Азии, да, то, ну, куда, как бы, не тягаться, ну, то есть Россия, чем может привлечь Россия эти республики, кроме там угроз, что вы следующая, да, ну, то есть мы Мгм. напали на Украину, будьте следующие. Как бы дружите с нами, иначе, извините, вам морду набьют. Ну, так оно не функционирует. Поэтому я с вами согласен, процесс эмансипации, он должен быть быстрее. Казахстан довольно как бы уверенно себя, но все-таки как-то там лавирует, играет, да. Для других республик понятно, что Россия уже никого... От кого Россия может их защитить? Тех же таджиков, условно, или там узбеков. А Вряд что вы думаете по поводу Чечни? О ли. восстановлении республики Ичкерия? Э, Хороший вопрос, да, я в таких случаях всегда говорю, что сначала нужно знать чеченский, понимать их внутренний дискурс, да, Мгм. но если отвлечься от этого.
Несколько моментов. Как мы знаем, есть же Ичкерия в изгнании, есть Да, представители, у них есть есть правительство в экзиле, во главе с экзиле. Ахмадом Закаевым, да. Мгм. Да-да-да, конечно, то есть вот это вот, Украине важно, мы в этом материале, про который я упоминал, мы рекомендовали украинскому правительству признавать правительство в эмиграции, в экзиле, да, поддерживать, в том числе то, чтобы формировались национальные элиты. То есть элита, есть, раз. Сами заявления лидера нынешней Чечни, да, которые, я уверен, Кремль просто платит дань, да, за спокойствие, который заявляет, а где же были все западные страны, когда Чечня боролась за независимость? Помните? Ну, Кадыров об этом говорит. Мгм. А когда он себе требует системы ПВО, или как по-русски правильно, противовоздушное, да, ПВО. Вот это что же как бы указывает и намекает? Да, Чечня перекормлена деньгами. Он прав, да, что как бы если бы они сейчас прям просто отделились, столько финансов не было. То есть, Чечня, как минимум два фактора. Есть исторический прецедент, есть заявление самого Кадыра, тоже боролись за свою независимость, где вы были. Есть элиты, да, есть целое правительство, которое могут... И есть манипуляция Кремлем экономическим фактором, потому что столько, сколько получает Чечня федеральных денег, не получает никакой другой объект Российской Федерации. Это очень важно. Поэтому там, где может быть западный цивилизованный мир, Китай, еще кто-то. Кстати, Китай же играется в Африке своими инфраструктурными проектами. Мы, кстати, подготовили материал, скоро публикуем «Школа политической аналитики» по том, что об Украине пишут аналитические центры Африки. Я в некоторых из них встречал, вы знаете, материал, где прямо тексте написано, что китайские инфраструктурные проекты – это не так плохо, как говорит Запад. Это может хорошо. Вот даже такой смысл этих проектов. Мгм. Но сам факт, одним словом, что кроме возможности предоставления независимости, это только, кстати, не только касается Чечни, цивилизованный западный мир должен, как бы, может для того, чтобы стимулировать эти народы, мыслить о своей возможности независимости, как бы предлагать варианты, как экономически они могут быть жизнеспособны. Это тоже очень важно для Чечни и для других субъектов. Кстати, очень интересная тема для изучения. Немного отклонюсь, как м, потомки Байсангура Биноева, потомки имама Шамиля, потомки Джахара Дудаева вот превратились вот в тех кадыровцев, которые ходят с футболками Z и в ботинках Прада. Действительно, очень интересно, как это вообще Кстати, может да, я произойти. согласен с вами, как бы, да, ботинки, правда, это интересная тема, и что ждет этот народ, да, да, интересная идея, согласен. Действительно интересная тема для изучения. Ну, возвращаясь к Китаю, с которого мы начинали, вот планирует он встретиться Си Цзиньпинь с Путиным, а дальше Зеленским. Вот как вы думаете, а до этого, помните, появлялось огромное количество информации относительно того, что Китай там чуть ли не планирует Россия помогать вооружением, и более серьезным вооружением, и даже ракетами и так далее. Вот как вы думаете, может ли на каком-то этапе Китай действительно вооружением помогать России и стать на ее сторону? Сложный вопрос, потому что, конечно, планов Китая я не знаю, они меня не Мгм. информируют, но сейчас, секундочку. Упс. Ты только мы заговорили за Китай вооружение, поплыла камера, символично. Э, э, Предлагаю подумать об этом так. С нашей украинской стороны мы действительно должны быть готовы к наихудшему сценарию, даже в случае вот этой помощи. Мгм. Соответственно, для этого мы должны использовать эту информацию, ну, как бы этот контекст для того, чтобы убеждать наших западных партнеров, что Украине вооружение нужно не на завтра, послезавтра, а уже на вчера, для того, чтобы мы были готовы к контрнаступлению как можно быстрее. Это крайне важно. Я даже не знаю, что может быть важнее. Раз. Да, поскольку мы не можем совсем отбрасывать этот вариант, помощь Китая вооружением, как бы и наращивание, вот сейчас думаю, кстати, работая над материалами, уже несколько раз переделал на тему эскалации. Потому что полезные идиоты на Западе, те, кто просто не разбирается в ситуации, часто злоупотребляют этим словом. То есть нельзя, давайте перестанем помогать Украине или не будем помогать ее больше, потому что будет эскалация, эскалация. Мгм. Мол, если Китай даже России предоставит оружие, все, уже расклад, эскалация, эскалация уже началась. Но это огромная как бы манипуляция, потому что отдельная тема. Но да, поэтому у меня нет готового ответа, кроме того, что мы должны быть готовы к худшему сценарию. Мы должны однозначно использовать все эти варианты для того, чтобы больше как бы стимулировать наших западных коллег предоставлять нам оружие и объяснять, что сейчас не время, как Швейцария, играть какие-то нейтралитет по отношению к конфликту, который почему-то некоторые называют только конфликт, да, и на самом деле это война целого государства против соседнего государства, за выживание этого государства, которому просто отказывают в праве на свое отдельное существование как народ.
Ну, вот если посмотреть на те страны, которые сегодня помогают России с поставкой вооружения, наверное, первым в списке стоит Иран. И совсем недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана. Они там до 2026 года, если не ошибаюсь, подписали дорожную карту по взаимодействию двух стран и так далее. Кстати, до этого с Си Цзиньпинем как раз встречался и Александр Лукашенко. Очень интересно, о чем они там говорили. Возможно, он какие-то гарантии безопасности для себя там выбивал. Но, тем не менее, Иран. Как вы понимаете мотивацию этой страны? Э, Иран много лет имеет прекрасный опыт, прекрасный сейчас я иронизирую, но опыт жить под санкции, быть, Так. быть самоизолированным. Теперь Адаптировались? та-та-та, а? Вы думаете, Конечно, они уже адаптировались. адаптировались? Мгм. Но представляете, как им, извиняюсь, подпортили рейтинг России, самое подсанкционное государство на планете сейчас. И уже Иран поместился на второе место. Я вот об этом тоже много говорил, и аналитики писали, что после полномасштабного вторжения у Ирана были шансы наладить нормальные отношения с Западом, ну, как бы Мгм. условно, простите за грубое такое это слово, попуститься в своих ядерных амбициях, начать продавать свои энергоресурсы и выходить из-под санкций, каким-то образом помогать Западу, у них были хорошие шансы. Вместо этого Иран выбрал абсолютно как бы для себя гибельную стратегию внешней политики, еще загоняя самих себя в угол дружбой помощью России. А при этом еще заявлять тем, что никаких шахедов в Россию не передают, это все, извините, герань летает. Да? Ну, абсолютно какая-то абсурдная стратегия. Понимаете, поэтому логику, мне кажется, внутреннюю логику Ирана понять, мы все равно боремся против ненавистной Америки и евреев хотим сбросить в море, я сегодня уже об этом упоминал, тут она просто абсолютно деструктивна. Этот клуб тех как бы государств, которые диктаторские, которые отказывают в принципе в праве на какую-то демократию, либеральное общество для своего населения. Вот Иран является представителем этого народа. Насколько может быть Беларусь интересна Ирану? Честно, у меня как-то вот сомнения по этому поводу, да. Потому что если рассматривать, какой режим в какой стране может рухнуть первым, и кто, о ком вообще никому не будет никого жалко, то тут в Беларуси все-таки ситуация, согласитесь, лучше в хорошем смысле слова, чем в России. Поэтому, ну, это такое, вот эти диктаторы, они как-то кучкуются, эти странные режимы между собой пытаются там ну, это же очень грубо так рассказывать, да? Но, повторюсь, я не думаю, что для Ирана серьезно Беларусь какой-то супер крайне важный партнер. Мгм. Ну, Ну, то, что у меня такие означает, сомнения. это такая диктаторская солидарность, не коммерческий какой-то интерес. И если мы говорим о поставке вооружений, что они получают взамен? Могут ли они, к Да, да. примеру, получать какие-то программы разработки ядерного вооружения со стороны России? Хотя я вот думаю, вот сейчас у вас спрашиваю, и думаю, извините, я затягиваю, а захочет ли Россия, чтобы у Ирана получилось, появилось ядерное оружие? Абсолютно вы правы, да. Я уверен, что мы только потом узнаем, чем на самом деле как бы подкупала Иран Россия, что Мгм. предлагала Беларусь. Да. Какое-то сотрудничество, вы правы, есть какой-то экономический фактор, с другой стороны, больше некому-то и летать, от кому еще Лукашенко может полететь в гости, да, обсуждать. Но, честно, я признаю, что я детали не знаю, и я еще признаю, что я глубоко не копал в иранский кейс, потому что это очень специфическое все-таки. Как бы тут я, знаете, я так общаюсь с вами большими мазками, и как бы самое унизительное было бы опуститься до уровня там, такого, знаете, примитивного рассуждения, но вот вопросы, которые меня интересуют, а что на самом деле предлагали Ирану, как ее подкупали. Кроме того, что иранская если внешняя политика, она очень странная, мне кажется, в целом невыгодно государству, которое имело прекрасный шанс как бы и пойти на сближение с Западом, если бы отказалась от своей вот этой идеи, которую я уже озвучил, какое-то там ядерное оружие, там как бы угрозы всем и так далее. У Ирана, в принципе, плохие отношения со всеми соседями, если так посмотреть. Ну, Азербайджан, да, вот тоже, как бы, Мгм. с Азербайджаном не очень, как бы, все остальное. Как-то, ну, странно себя действительно идет государство в плане вектора внешней политики. Ну, С деструктивно, Израилем. долгосрочно. Да, ну, это, ну, с Израилем так границ отдельно как бы нет, но в регионе, да, вот как бы, зачем это, кроме как вот какой-то деструктивной позиции, я не понимаю, честно, поэтому мне очень тяжело анализировать. Ну да, вероятнее всего, как вы отметили выше, ну, по крайней мере, это кажется логичным, вот эта поддержка диктаторов друг другу и, вот, возможно, какая-то диктаторская солидарность. Давайте обратимся к Западу и к западным странам, которые поддерживают нас во главе Соединенных Штатов Америки. И вот я разговариваю с многими политическими аналитиками, мы много обсуждаем относительно поддержки Запада Украине и действий России, и вот многие из них склоняются к следующей мысли. Россия хочет затянуть войну, хочет затянуть и, возможно, на каком-то этапе добиться там переговоров, добиться прекращения огня именно
до 2024 года, когда будут выборы в Соединенных Штатах Америки. Тем самым они рассчитывают на победу или на кандидатство Дональда Трампа, который недавно совсем сказал, вот, что он за 3 часа бы закончил там войну и так далее. И, возможно, они рассчитывают на то, что Трамп им косвенно, скажем так, поможет. Вот как вам такая теория, такое предположение? Это возможно, это реально? Абсолютно с вами согласен, что, во-первых, реально что? Россия и так демонстрирует еще с прошлого года, что ее стратегия затягивать войну. Выиграть они не могут, победить, да, вот, что конвенциональным способом, там, ЧВК там, и так далее. Россия, ну, не может, это действительно. Раз. Поэтому стратегия затянуть, чтобы все устали, и все отказались от Украины. Ну, это российская, вот я озвучу их стратегию, да, вот, что мы сейчас доведем мир до состояния усталости, Мгм. зачем вам та Украина? Нужна вообще-то наша сфера интересов и так далее. Раз. Второе. Хорошо. Даже представим, ну, видите, как бы давайте поиграемся с вами в эти мысленные эксперименты, да простят меня наши зрители, как бы, да, приходит Трамп, и вот в этот же момент, раз, все, Украине теперь ни одной пули. Да, вот просто вот с этого момента ни одной пули Украине продают. Что происходит дальше? Прям домино, как принцип домино сыпятся все наши европейские партнеры. Вы представьте, что Финляндия в ответ говорит, окей, Трамп сказал, и мы тоже перестаем подавать Украине. Например, да. Или та же Германия, которая очень странно занимает позицию. Что немцы, ну, в смысле, там, немецкое правительство говорит, о, так Трамп сказал, все, можно не помогать Украине, а мы только и ждали, да. Мгм. Абсурдно. Да? То есть то, что сразу откажет Великобритания, чтобы, как вы думаете, пойдет фарватером за Трампом отказывать в помощи Украине, нет. Вот именно такого не произойдет. Да, будет очень сложно, объем помощи будет тоже американский главный партнер. Второе. Хорошо, приходит эта новость. Война идет на фронтах, все. И что? И сразу украинские наши воины, вооруженные силы Украины говорят, ну все, можно класть оружие, уходить с траншей с окопов. Этого тоже не будет. Это мы же Конечно. понятно, что Украина будет сражаться до последнего, до победы. То есть это, да, это будет тяжело, будет сложно, но это не значит, что Украина просто капитулирует прямо на следующий день после выборов. Это абсурд, да, ожидать такого невозможно. Как бы, и вот это затягивание, ожидание лучшей конъюнктуры Соединенных Штатов, отказа от Украины и так далее, да, это ставка России. Но поскольку я вот, видите, вот эти фантазийные сценарии рассматриваю, они не произойдут. Я к чему веду? Чтобы да простят меня наши зрители, настраиваться на то, что нам бороться, воевать, независимо от того, там, что там США, кто там, где еще происходит. И, конечно же, это для нашего внешнеполитического ведомства еще больше давление наших западных партнеров с тем, что вооружение нужно уже. Затягивать невозможно. Мы как бы должны тоже, потому что, ну, если это усталость от Украины в мире, она прослеживается. Да, тут как бы это и Россия виновата, потому что она бодрит всех своими обстрелами, убийством мирных граждан. Это, ну, Россия тоже от своей стратегии уничтожить Украину не отказывается. Мгм. А в чем прослеживается эта усталость западного сообщества, как вам видится? Ой, один эксперт, я вам честно скажу, кстати, тоже материалы по Финляндии опубликованы, хороший эксперт, друг Украины всячески. Знаете, есть такая ситуация, когда мы опубликовали материал один, и человек, который не читавший, сразу написал, что это, как там было сказано, макшанская пропаганда. Ну, не знаю. То есть я рекомендую Махшанская читать материал. Представляете, да, типа, что-то макшанам помогать. Там, причем, я уже сказал, что мне кажется, вот несправедливо по отношению к россиянам использовать макшан, да, потому что это просто один из самых репрессированных народов в мире, которых культуру из них, ну, то есть, вот не повезло им жить рядом с Москвой, ну, вот от слова совсем, понимаете? Мгм. Ему очень тяжело. Ну, неважно, вот это такой как бы отдельный, кстати, язык очень красиво звучит. Я уже признался, что несколько недель слушаю эти всякие подкасты про эти языки. Это действительно, вот, ну, это то, что мир теряет как культурное наследие всего мира. Да. Ну, ладно, я уже об этом говорю, извините, что возвращаюсь к теме, которая, я считаю, очень важной. Мгм. Вот. Так, как бы, эти, пока распинался, распинался про эту вот усталость, к теме усталости и помощи Украины, вот наших западных партнеров, знаете, еще так вот к этой теме возвращаясь, подумал, что как усталость проявляется в словах одного эксперта, просто символический уровень. Вот он с скандинавской страны, он говорит, как бы, вот раньше в нашем городе, не буду говорить, какая страна скандинавская, вот у нас везде висели флаги Украины. Уже месяц как поснимали. Ну, хорошо, как бы, да, такой себе показатель усталости, согласитесь, да? Ну, как бы раз. Второй момент. Действительно, Россия и через своих как бы экспертов, купленных через полезных идиотов, продвигает вопрос, так до скольки, вот, так, как бы условно, доколе будем мы Украине помогать? Да? Мгм. Дайте ответ. Как вы думаете, вот эти заявления западных лидеров, которые не говорят, что будем помогать Украине столько, сколько будет нужно, это, скорее всего, ориентировано, кстати, на их внутренний рынок. Во-первых, уверяют нас, это важно.
И своим же избирателям говорят, что Украину нужно поддерживать до победного. Это крайне важно. Ну, усталость в потому что цены растут, экономика страдает не в всех странах Европы заходит, да, но то, что гибнут люди, да, вот этим манипулирует Россия. Типа, так люди перестанут гибнуть, если Украина отдаст нам 19% своей территории. Ну, там, оккупированных. Вот и такие манипуляции. То есть, скорее всего, это продвигается о том, что гибнут люди вот таким образом. Какая-то символическая поддержка, там, если где-то в какой-то стране висели украинские флаги, их поснимали. Ну, это такое же. Знаете, мне, кстати, все равно, висит украинский флаг, не висит. Главное, чтобы леопарды, там, как бы, противоракетные системы, все такое, и истребители поставлялись в Украину. А вешают там они украинские флаги, не вешают, согласитесь, такое дело уже, их проблема. Вот. Третий момент, вот экономическую тему, если развивать дальше, как видите, Европа не замерзла, с газом без Мгм. газа. Наоборот, энергетические ресурсы как бы от России как бы в немного в другую сферу. Вот. Но просто последний пункт, конечно, это просто информационный стал. Про Украину стали меньше говорить и писать, потому что тема приелась. Это очень естественно, понимаете? Вот про Иран, помните, мы упоминали, как мы, украинские СМИ, отслеживали ситуацию в Иране с Путинским. А потом не почему какое-то чудо случилось, а информация просто прошла на спад. Перестало быть интересно. Ну вот. Хотя протесты продолжались, просто нас об этом меньше писали. И Ну, когда расстрелы вот что-то, тоже, да. Мгм. да, расстрелы, казни, да, как-то вот у нас об этом раз, да, когда расстрел, казнь, а тема просто как-то раз, ну, согласитесь, ну, она как-то незаметно начала просто, ну, да, протесты, и, понимаете. Так что это естественный процесс, вот это информационное осталось, мы с ним никуда не денемся. То, что там как бы очень много наших сограждан остаются, да, и как бы обосновывается, дети ходят в школы, в садики, там уже такой возраст, да, многие поступали в университеты, вот это да, сложный вопрос, потому что их потом будет, мне кажется, сложнее возвращать или стимулировать к возвращению в Украину. Это да. Ну и плюс, мне кажется, очень важны те нарративы, которые продвигает наша дипломатия среди западного истеблишмента относительно того, что Украина это форпост. И эта помощь, которая сегодня приходит к нам с Запада, это на самом деле не просто их поддержка и помощь Украине, а в первую очередь они помогают себе. Потому что Украина защищает О, не только спасибо. себя, но и весь Европейский Союз и западный мир, весь цивилизованный мир, если так можно сказать. Абсолютно. Спасибо огромное. Это хороший тезис, я забыл. Это не моя идея, но очень была такая правильная. Доносить американцам, европейцам, что ой, дорого поддерживать Украину. Говорит, подождите, вот знаете, как объяснить? Да? Смотрите, сейчас украинскими руками, ну, правда, с вашим вооружением, с вашей помощью, вы лишаетесь угрозы, которая над вами нависала там 70-летия, ну, если Мгм. Советский Союз. На самом деле это по количеству цен, ну, как бы, да, ну, то есть гибнут-то наши люди, украинцы гибнут, украинцы. И мы боремся. Но мы для вас как бы побеждаем вашего извечного врага. Дешевле, даже если посчитать деньгами, дешевле. Это первый тезис. Вот я уверен, это можно показать, что все-таки не американские, британские солдаты гибнут массово, да, не НАТО воюет, Украина воюет, да, с помощью, это же действительно дешевле выходит, чем если было прямое столкновение, ну, там, есть НАТО и Россия, стран, Америки и России. Раз. Второе, про западные ценности. Вы знаете, тоже когда ой, там Украина дико отстала, это сам, вот один тезис, который я пробовал, когда вот я во время войны только 2 раза выезжал в Европу, если таки смотрел, мы говорим, что это пример, который типа, фу, там, как это там, деградирующая Западная Европа, все такое. У нас в Украине во время войны реально рассматривается вопрос про, как там, господи, легализацию однополых партнерств. Мгм. Тема важная, она обсуждается. Вторая тема, да, про вот эти сухпайки и для воинов, которые там, ну, во-первых, халяль, понятно, как бы для представителей там религиозных групп и для вегетарианцев. Там, ну, я помню это обсуждение, да, типа, война не война, мы этим просто не занимаемся. И это показывает нашу демократичность. А антикоррупционные органы работают. У нас тут скандалы как бы... Да, проблема, что мы вытравливаем из себя совок, вот этот выдавливаем, его надо быстрее выдавливать. Да, я сегодня несколько последних дней, несколько раз общался с военными. Вот эта история, что с бородой нельзя фотографироваться на УБД, там инвалид войны. Ну, представляете, вот это с бородой нельзя, ну, то есть, это абсурд. У нас сохранились какие-то такие странные, страшные советские ну, документы, да, что Мгм. военный не может для участника боевых действий, да, быть сфотографирован с бородой. Абсурд какой-то, да. И это мы в нашей стране обсуждаем, мы с этим боремся. Это показывает, что мы государство демократическое, принадлежащее к тому миру, не к тому, что за поребриком. И это крайне важно доносить такие тезисы. А для того, чтобы доносить Европе, мы, как видите, пропускаем, кроме Европы, например, огромные территории, Африка, Юго-Восточная Азия. Ближний Восток. Да, да, в том числе. Ну, там, да, согласен с вами. Вот мы очень много пропускаем. Ну, как бы вот так. Но
Вот когда мы говорим про Запад, про поддержку и так далее, ведь еще очень важно то, что Россия сегодня разрушила всю архитектуру безопасности. Практически все международные договоренности, которые были созданы, были имплементированы после Второй мировой войны, Россия их полностью нивелировала, полностью разрушила и продемонстрировала то, что ее законы, они, помните, провели плебисцит на территории России выше, чем международное Голосование на законодательное право. пеньках. Вы красиво назвали плебисцитом голосование на пеньках, когда мы Да, там дорисовывали. видимо, во мне все-таки играет какая-то дипломатичность. И разрушила всю архитектуру безопасности. И при этом Россия продолжает оставаться в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций как преемник Советского Союза. И, к сожалению, по сегодняшний день нет никаких механизмов, чтобы ее оттуда выдавить. Как вы думаете, вот как после Второй мировой была разрушена Лига наций, вот после этой войны можем ли мы увидеть полностью переформатирование международных организаций и даже Совета Безопасности ООН? Спасибо огромное за хороший вопрос, потому что, кстати, один из проектов, который уже анонсировала Школа политической аналитики, которым мы занимаемся, как раз касается форматов безопасности, мира, порядка. Вот, ну, там несколько проектов таких веду, которые непосредственно по теме международных отношений. Мгм. Первое, вы очень правы, понимаете, что с Россией о чем-то договариваться, мы уже понимаем, это гиблое дело, раз. Во-вторых, мировая архитектура безопасности просто разрушена полностью, в хлам на самом деле. Но, как говорят самые злые языки, которые критикуют бюрократию, специфика ООН в том, что это самый большой в мире работодатель для бюрократов и заинтересован в том, чтобы сохранять свои рабочие места, и чтобы никто не уволил. Но это, повторюсь, самые злые языки так говорят, что он будет всегда, потому что столько бюрократов получает столько много хороших денег, куда же уволить столько людей не будут. Они расстроятся. Раз. Мгм. Второе. Если смотреть просто статистику по непостоянным членам Совета Безопасности, вот она, как просто у меня под рукой сейчас нет, то там просто недопредставлена Азия, Африка в принципе, а Латинская Америка так тем более. То есть вот мы понимаем, почему был создан этот, почему там изначально не было Германии, мы все понимаем. Почему ее нет там сейчас, как постоянного члена, непонятно. Хорошо, а Индия? Вот Индия заслуживает или не заслуживает быть постоянным членом Совета Безопасности? Как уже по населению перегнавшая Китай? Вот как бы да или нет? Ну, давайте подумаем. Та же самая Япония. Заслуживает ли на место постоянного представителя? Япония является фактором безопасности, демократическая страна. Ну вот, понимаете, повторюсь, молчу уже про Латинскую Америку и Африку. Сколько там Турция, еще? кстати, тоже претендует на роль в Совете Безопасности ООН. Эрдоган, он при каждой возможности говорит о том, что мир не состоит из пяти. Это его коронная фраза. Мгм. Абсолютно правильно, да. Ну, кстати, очень интересно следить за выборами в Турции. Я уверен, что не успеем обсудить, потому что я вот, как бы не эксперт. Но я понимаю, что вы, так понимаю, турецкий лучше можете отслеживать события в Турции. Вот как бы очень интересно, действительно победит, поскольку по опросам побеждает оппозиционный как бы, представитель. Я Ну, уверен, что они когда надеются, что они победят, но у Эрдогана еще есть несколько месяцев, поэтому все может еще перевернуться. дай Мгм. бог, чтобы не было каких-то природных катаклизмов, от которых гибнут много жителей Турции, да, которые как раз показывают, что такое, почему плоха коррупция, да, вот, как бы, Мгм. почему не может такое государство, как бы, да, это отдельно. Просто действительно западный мир, цивилизованный мир, скорее против Турции и Эрдогана в Совете Безопасности, да, но если Турция покажет, что она способна избирать лидера, как бы, страны на свободных демократических выборах без махинаций, тогда это будет больше доказательство, что такая страна заслуживает быть точно членом. Да, вы правы, это очень, тоже очень важный факт. Украинская дипломатия неодноразово, да, не единожды поднимала вопрос о том, что ж там делает Россия, как бы, которая объявила себя преемником Советского Союза, как-то он на это согласился. Все, в принципе, хорошее. И знаете, вот для меня был очень такой показательный вопрос, что тема немножко продвигается, когда в прошлом году на Генассамблее даже Шольц позволил себе поднять вопрос о том, что ООН и тем более Совет Безопасности требует какого-то реформирования. Мгм. А если уже Шольц, который, и прошу прощения, грубая поговорка, ни рыба, ни мясо, да, и очень осторожно подбирает формулировку. Но если уже он об этом заговорил, я вам должен ему сказать, поверьте мне, сколько написано тонн диссертации на тему, как реформировать. Убрать Мгм. право вето, расширить. Что нужно вообще, в принципе, с ООН сделать, чтобы это была жизнеспособная организация, кроме того, чтобы трудоустраивать бюрократов. Да? Ну, повторюсь, это очень грубая шутка, но все. Поэтому постепенно эта тема продвигается. Ее нужно как бы поддерживать. И опять-таки, можно ставить акценты, да, что там делает Россия, это раз. А во-вторых, вот справедливо, как мы ставим, а почему там нет Турции, почему там нет Индии, почему нет Японии? А что ж Латинская Америка, что не заслуживает? Мир что действительно состоит из пяти, да? И это очень важный вопрос, чтобы как бы чтобы не только боролись с нами против России, а чтобы эти страны боролись за себя, что давайте расширять
постоянный состав, что-то делать с правом вето для того, чтобы мы, как страны, могли тоже туда вступить. Ну, Ну, мы и те просто страны, которые претендуют. Просто действительно, Вторая мировая война закончилась в 1945 году. И тогда была создана Организация Объединенных Наций, был создан Совет Безопасности ООН, куда зашли страны-победительницы Второй мировой войны. Но после ведь Второй мировой войны прошло уже больше 75-77 лет. И за это время сформировалось огромное количество многих других стран. Многие территории объявили свою независимость, их признало международное сообщество. Да, в принципе, мир изменился со Второй мировой войны. И понятно, что эта организация, она нуждается в реформировании, но непонятно, почему это не происходит. Сохранение статус-кво – это всегда, знаете, такое по накатанной, это раз. Во-вторых, потому что его сохранение выгодно некоторым, как, например, Путину, да, с его Мгм. режимом. Это вы правы. И я просто, понимаете, прошу прощения, что ваш вопрос, воспринимание как вопрос, а только как тезис, с которым я должен согласиться. Нет другого выхода. Сохранение прошу прощения, бюрократической структуры, которая нуждается давно реформирования, недееспособна, как сейчас она есть. Вот. Повторюсь, свой тезис, до этого нужна критическая масса стран, которые как бы должны осознать себя, что не имеют права. Ну, тут что, тяжело убедить Бразилию, что не имеет права, да, иметь большее влияние. Конечно, имеет. Так как и другие государства вполне. После, вот я просто сейчас вспомнила про Вторую мировую, и вот после Второй мировой, если я не ошибаюсь, у президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумана как-то журналисты спросили, что вы считаете своим наибольшим успехом. И тогда он сказал, что мы сумели победить нашего врага и вернуть его в международное правовое поле. Как вы думаете, возможно ли что-то подобное с Россией? Сможет ли Россия повторить историю Германии нацистской? Ой, вы знаете, спасибо, хороший вопрос. Я уверен, что мы с вами с удовольствием в прямом эфире обсудим установление дипломатических отношений между Украиной и Республикой Саха. Вот, когда мы обменяемся дипломатическими там, или куда-нибудь там в Тыву пошлем нашего посла, а они пришлют там в Киев своего. Да, как бы. И тут как бы возложат цветы там, или там из Бурятии кто-то там на коленях как бы покается за преступление бурятов в Буче, да, вот как бы с цветами у памятника. Мы на это все посмотрим и скажем, что да, вот мы через Бурятию устанавливаем дипломатические отношения. Да. Если какая-то Ингрия, столица в Петербурге, что-то захочет, как бы, да, потому что с извинениями, все. Но подождите, а разве Украина откажет в установлении дипломатических отношений там лет через 10, да, 20? Когда они, как бы, тоже Германия много сделали, потому что вернуться, да? Ну, то есть, да, поймите, как бы, Мгм. тут на коленях канцлер, давайте какой-то президент такой-то Российской Республики. Да? Ну, безусловно, я уже молчу, там, если татары приедут, там, то есть, предложением установить дипломатические отношения, мы там в Казань дипломатическую миссию. Ну, как вы думаете, я себе представляю это вполне реалистично. Там через 5, 10, 20 посмотрим, как будет. То есть быстро это не произойдет. Ну, что травма, и есть за что извиняться, как бы репарации, ну, там, все такое вот это, да. Трибунал, Но трибунал. трибунал, абсолютно, абсолютно, да, да. Должен пройти процесс очищения, потому что в России даже нет намека на покаяние за эту войну, даже нет намека сейчас, за все предыдущие войны и за свое имперское прошлое. Не просто вот мы во всем были правы, да. Иван Грозный хороший, Сталин это вообще лучшее, что было у нас там в стране и так далее. Но вот возвращение, как возвращение, вступление в нормальный цивилизованный мир вот этих республик, которые я озвучил, представляете себе запросто. Почему нет? Как бы я уверен, что как бы, ну, то есть вполне может быть. С тем, что останется вот эта Россия как Россия, ну же Ингрию я упомянул, да, такой проект с М. Питера. Все остальное, да, во-первых, отказываться от имперских таких амбиций. Прошу прощения, вместо того, чтобы нас тут ракетами бомбить, можно себе газ проводить и вместо очковых сортиров канализацию. Когда 10 километров, 20 километров от Москвы, это же ужасные просто кадры. Деревянные бараки с горшком на улице. Но это великое государство с имперскими какими-то, ну, это же просто какое-то болезненное представление. Поэтому да, я вот видите, вот в этом я верю. То, что если сейчас после Путина будет условно какой-то Путин-2, или возможно какой-то Навальный, да, а Россия, это будет просто реваншистское государство, которое Очередное. возвращать семью международных отношений, международную как бы семью, как бы, нет смысла. Без демилитаризации, кстати, еще очень важно, я не представляю как, но это, знаете, слова, которые тяжело выговаривать не экспертам, денуклеаризация. Чем России столько ядерного оружия? Как бы? Вот, чтобы что? Чтобы пугать весь мир?
Чтобы Ну, Россию Америку просто разбомбила? нужно обезвредить, то есть сделать ее той страной, которая больше не Абсолютно. будет представлять угрозу мировому сообществу и архитектуру мировой безопасности. И я так понимаю, что после нашей победы как раз нам надо будет заниматься демилитаризацией, Абсолютно. денуклеаризацией и обезвреживанием России. Абсолютно. Я просто себе с трудом представляю, что, условно, там якуты, долганцы, нганасаны, эвенки вместе с татарами будут угрожать Америке, что их ядерная бомба долетит до Флориды. Это я с трудом себе представляю. А какой-то там имперец с Подмосковья, да, ну или какой-нибудь пропагандист, который вот этот Красовский, да, помните, который боялся, что беспилотники у него над дачей летают. Вот Мгм. это да, вот такой контингент может нас пугать. А все остальные вот народы, которые должны как бы обрести свою независимость, вот да. А что касается Вреднее. ядерного оружия, вот, кстати, многие западные, какая-то часть западных экспертов, не буду говорить многие, по крайней мере, из того, что я слышу, из того, что я читаю, а я читаю очень много разных источников, как раз говорят о том, что опасение западного сообщества заключается в возможности применения ядерного тактического оружия со стороны России именно в тот момент, и Путина непосредственно, когда он уже будет понимать, что все, король голый. Смотрите, я тоже вот, давайте представим, прошу прощения еще раз, третий раз перед нашими зрителями, что занимаюсь мысленными экспериментами. Ну, мы не знаем, по какой части территории Украины, но вот в этот момент наши самые разговоры где-то территории Украины бабах, тактический ядерный заряд, ядерный гриб. Кто-то себе представляет, что в следующую минуту Украина капитулирует? Что все вооруженные силы Украины, кажется, стадут так. Я сомневаюсь, что так произойдет. Потому что ну, стратегия Америки бомбить Хиросиму, там, Хиросиму, Нагасаки, да, вот это было по-другому. Вот это Мгм. как бы представляете, что Украина полностью подчинится России сразу просто. Вот на следующий день позовет Януковича «Приди и царствуй нами», да, чтобы только Кремль был спокойный, доволен. Я себе это не представляю. Я сомневаюсь, что это массово остановит нас, украинцев, украинок, в борьбе за свободу своего государства. Сомневаюсь. Это как надо нас разбомбить. Да? То есть мы показали, что мы красивое слово, которое англицизм, резилиентное, да, мы очень устойчивы, боремся. Да, страх есть абсолютно, я не отбрасываю страх. Но я думаю, что есть понимание, мы же можем его доносить, что это не напугает украинцев настолько, чтобы мы опять на столетие вперед как бы вернулись в вот это вот ярмо, как правильно сказать, российского над нами владычества. Ну, достаточно посмотреть на Мариуполь, который Россия полностью уничтожила, и для этого ей не понадобилось ядерного оружия, Абсолютно. и Украина Маринка, не прекратила Бахмут, свое сопротивление. да, да. Маринка, Бахмут. Я на днях встречался с прекрасным коллегой по Академии лидерства, который морпех, был взят в плен в Мариуполе, прошел это все, был военнопленным. Ну вот даже с общением с такими людьми я понимаю, что люди даже вот с серьезными ранениями, инвалидностью, все равно готовы как бы бороться за свое государство, за нашу Украину, как бы, да. Поэтому вот, да, угроза есть, но я думаю, что это нас, украинцев, не остановит в нашей борьбе, когда... Я понимаю, да, я думал, что меня спросите, когда мы начнем освобождать Крым и войдем в Крым, вот тогда, значит, полетит ядерка от россиян. Но тогда, я думаю, нас, украинцев, тоже не остановит. Ну вот знаете, вот по поводу Крыма такая небольшая у меня ремарочка, ведь мне кажется, что вот красных линий по Крыму у России уже не осталось. Возможно, я ошибаюсь, но вот после того, как они объявили Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую областей частью Российской Федерации и так далее, они эти новооккупированные территории и эти новообъявленные республики поставили на один уровень с оккупированным Крымом. И когда вооруженные силы Украины уже деоккупируют эти территории, они не ссылаются на свою военную доктрину, которая предусматривает возможное применение ядерного оружия в случае на нападение территорий Российской Федерации условно, да, ничего не говорили, просто промолчали. И складывается впечатление, что то же самое будет и с Крымом. Очень хочется на это надеяться, с вами согласен. Еще один момент, кстати, как информацию по Крыму доносить до международного сообщества. Знаете, вот, даже вот это CNN или кто там сняли этот вообще противный фильм с опросом как-то граждан России в Крыму, Мгм. которые о том, что наши там воюют, ну это вообще как-то отвратительно. Но, смотрите, момент. Не мы кровожадные украинцы, которые хотим в Крыму устроить резню. Крым должен быть демилитаризирован и возвращен Украине, чтобы там не было ядерной бомбы, чтобы свободно, как бы это там, судноплавство, забыл по-русски, да, чтобы судоходство нормально функционировало, чтобы никто не посмел блокировать зерновые коридоры, чтобы люди с голода не умирали в Африке, в Азии.
Для этого Крым должен быть вернут Украине. Мы согласны рассмотреть вопрос в этом демилитаризации, потому что у Украины нет ядерной бомбы, чтобы разместить ее в Крыму. Мгм. Тут даже вот эти, просто безэмоционально. Крым должен быть украинский, потому что мы там не собираемся сделать то, что с Крымом сделала Россия, тупо военную базу, скорее всего, с ядерной бомбой. Мы не собираемся перекрывать зерновые коридоры, наоборот, это обеспечит как бы защиту людей от голода и экспорт продовольствия. Вот, и это одна из причин, почему, ну, понимаете, о чем я, да, что мы объяснить должны миру, что да, это выгодно в плане безопасности. Да, мы-то понимаем украинскую мотивацию, что это для защиты прав человека, возвращения наших территорий, людей, которые это просто защита против российских, условно, бесчинств всяко разного. Да? Но вот самая первая мысль о том, что украинский Крым – это безопасность черноземного, ну, как бы, как-то, Черноморского региона, да, и да, бассейн. простите, да, простите, я уже заговариваюсь, Черноморского региона и больше, кстати, да, это куда важнее. И последнее, пане Максиме, а что для вас лично будет означать завершением этой войны и победы Украины? Возвращение всех территорий, безусловно, это прям не обсуждается, раз. Во-вторых, признание этого факта России каким-то образом. Да? Третье, возвращение, безусловно, всех наших пленных, вывезенных, украденных детей, которых это абсолютно. И четвертое, это тоже первый этап. Но я считаю, что про войны, без того, что вы упомянули, трибунала, военных преступников, вот этих всех пропагандистов, они должны точно быть привлечены к ответственности за то, что они сделали. Это как бы четвертый пункт крайне важный. Да? Это четвертый, наверное, да. И пятый, как бы изменение самой России, потому что с таким соседом как бы, рядом, ну, мы будем просто ждать, как бы, да, мы должны быть всегда готовы к худшему сценарию, как вы поняли, мой лейтмотив. Но, наверное, следующее все-таки начало трансформации России, изменения, которые займут поколение. Имперскую болезнь одной таблеткой не вылечить. Это должны пройти поколения. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чохсаглно, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Дякую. Максим Дякую. Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Корушкенджі архадашларні в бітики яйнларамыста.